жизни плодоносен. Добрый день, уважаемая Елена Юрьевна, уважаемая Наталья Михайловна, Министерство, ведомства, наши районы. Большое спасибо. Вы нас слышите? Да, слышно? Хорошо. Да. Спасибо. Через 2 минуты начнем. Да, ровно через 2 минуты начинаем. Добрый день, уважаемые коллеги. Общественная палата Республики Саха-Якутия. Мы проводим круглый стол на тему домашнего насилия, как защитить жертв женщин с детьми. Сегодня модераторами у нас будут Андросова Ольга Михайловна, исполнительный директор Международного детского фонда «Дети Саха-Азия», и Андреева Анжелика Егоровна, председатель комиссии по социальной политике, демографии и защите семьи и детства Общественной палаты Республики Саха-Якутия, председатель общественного движения «Союз женских организаций». Сегодня у нас на круглом столе участвуют представители полиции, представители министерства и ведомств, Государственного собрания Элтумен и наши муниципальные районы и городской округ Якутск. Анечка Егоровна. Всем добрый день. Действительно, сегодня тема нашего разговора – это домашнее насилие, как защитить жертв, женщин с детьми. И Общественная палата выражает огромную благодарность нашим общественникам, в первую очередь Андросовой Ольге Михайловне, ее соратницам, общественным движениям, которые сегодня этот вопрос поднимают.
Этот вопрос сегодня стоит не только в нашей республике и в целом по России, потому что есть статистические данные на уровне Российской Федерации, что в период пандемии этот вопрос становится острее. И даже есть исследование ЦИОМ, что по вопросу отношения в семьях складывается по-разному, и порой даже среди родственников вспыхивают конфликты. Доходит иногда до применения силы, побоев. И знаете ли вы о таких случаях в своих знакомых семьях, где респонденты ответили, 40, да, из 100%, 40% такие случаи бывали в знакомых мне семьях. 58% ответили, мне о таких случаях ничего не известно. И только 2% ответили, затрудняюсь ответить. И, значит, также в ЦИОМ провел это в 2019 году. Вопрос, как вы считаете, нужен ли закон по профилактике семейно-бытового насилия в нашей стране? И из 100% 70 ответили, скорее нужен. 17 ответили, для меня этот вопрос не важен. И всего лишь 7% ответили, скорее не нужен, и 6% ответили, затрудняюсь ответить. Поэтому также на вопрос, как вы считаете, проблема насилия в семье – это важная проблема в нашей стране или нет? И 78 респондентов также ответили, скорее важная проблема. Скорее неважная проблема ответили 8%, и 2% ответили затрудняюсь ответить, и 12% ответили не задумывался об этом, не знал о такой проблеме. То есть эти исследования говорят о том, что наш вопрос очень актуален. И сегодня мы с Ольгой Михайловной проведем данный круглый стол. И сразу хочу предоставить слово нашим представителям Министерства внутренних дел. Это Гаврилиев Филипп Юрьевич, временно исполняющий обязанности заместителя начальника отдела организации деятельности участковых и полномочных полиции и по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел. Пожалуйста, Филипп Юрьевич. Уважаемые участники круглого стола, по итогам первого полугодия на территории республики отмечен рост количества зарегистрированных преступлений на 6,6%, в том числе тяжких, особо тяжких составов на 10,3%. За истекший период текущего года приняты определенные превентивные меры, направленные на снижение уровня совершения тяжких, особо тяжких преступлений против жизни и здоровья, в том числе совершаемых по бытовым мотивам. В результате принятых мер отмечено снижение числа умышленных убийств на 17,2%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью по неосторожности, повлекших смерть потерпевшего на 8,5%, умышленных причинений средней тяжести вреда здоровью на 14,3%, умышленных причинений легкого вреда здоровью на 14%. Также общее количество преступлений, совершенных по бытовым мотивам, снижено на 7,8%, в том числе убийств на 20%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью на 10%, средней тяжести вреда здоровью на 27,4%, а также легкого вреда здоровью на 17,9%. Участковыми уполномоченными полиции выявлено и задокументировано 900 правонарушений по статье 6.1 прим. 1 Кодекса об административных правонарушениях, то есть побои. Также в целях недопущения преступлений и административных правонарушений, совершаемых на семейно-бытовой сфере, участковыми уполномоченными полиции осуществляется индивидуально-профилактическая работа с 685 гражданами, ранее допускавшими указанные виды правонарушений. Учитывая, что подавляющая часть преступлений и правонарушений против жизни и здоровья совершается в состоянии алкогольного опьянения, особое внимание уделяется выявлению фактов незаконной реализации алкогольной продукции. Так, в отчетном периоде участковыми выявлено 378 фактов правонарушения, в том числе возбуждено 13 уголовных дел по статье 171 прим. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении так называемых бутлегеров. Кроме этого, на территории республики организовано проведение 6 оперативно-профилактических операций с привлечением всех субъектов системы профилактики,
прежде всего нацеленных на снижение количества преступлений против жизни и здоровья, в том числе совершаемых по бытовым мотивам, усиление профилактического воздействия на лиц, состоящих на профилактических учетах. На сегодняшний день весьма распространены случаи, когда так называемые семейно-бытовые дебоширы остаются безнаказанными, притом зачастую и вне профилактического воздействия со стороны правоохранительных органов. Поскольку при большинстве случаев у участкового уполномоченного полиции не возникает законных оснований для постановки на профилактический учет таких лиц, соответственно, проведение в их отношении дальнейшей индивидуальной профилактической работы. При этом считаю необходимым отметить отсутствие в законодательстве мер административного законодательства к лицам, допускающим факты бытового дебоширства. Под указанным термином понимается нарушение правил поведения в семье, либо унижение чести и достоинства совместно проживающего лица, лиц, выражающееся в создании конфликта ситуаций и сопровождающееся громкими криками либо бранью, оскорблениями. Тут необходимо отметить, что основными причинами является то, что, например, под семейным дебоширством мы понимаем, например, происходящее в кругу семьи. Например, в основном, как практика показывает, что после употребления спиртных напитков люди жалуются, женщины своих мужей жалуются, потом в рамках проведения проверки они уже идут на встречную, ссылаясь на то, чтобы их мужья являются кормильцами семьи. И все знают о том, что если они заявление напишут, в отношении их супруга будет применяться виды уголовного воздействия или административного законодательства, и в минимальном случае влечет наложение административного штрафа. И по этой причине в основном у нас женщины-заявительницы идут на примирение сторон. Спасибо большое. Пожалуйста, вопросы есть, Филиппу Юрьевичу? У меня такой вопрос. Вообще такая статистика есть, чтобы зафиксировать именно домашнее бытовое насилие? Или у вас нет такой статистики, прямо чтобы она велась? Или это вообще общая статистика? У нас именно общая статистика имеется именно по бытовым мотивам, а по семейному дебоширству такого нет. У нас понимается бытовое все равно преступление. Так, статистика есть, да? Именно по преступлениям есть. По преступлениям только. Совершенным преступлениям. Спасибо. Есть еще вопросы? Участники у нас совещание, круглый стол проходит по, формате Zoom. Может, у слушателей тоже есть вопросы, можете задавать. Так, если вопросов пока нет, слово предоставляется Звережеевой Оксане Будимировне, заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия. Уважаемые участники круглого стола, продолжая выступление коллеги, отмечу, что официальная статистика не отражает реального масштаба домашнего насилия. Ей характерна очень высокая латентность, так как жертвы часто не обращаются в правоохранительные органы. Также бытует мнение, что домашнее насилие – это внутрисемейный конфликт, в который не стоит вмешиваться посторонние, в том числе государству. В условиях самоизоляции число бытовых конфликтов в семье нарастает, и с каждым днем оно нарастает большим комом. В результате происходят ссоры, сопровождающиеся физическими, психическими, сексуальными, моральными насилиями. К примеру, совершенному особо тяжкому преступлению, это убийство отцом 2 малолетних детей в Болунском районе, преступление было совершено не в одночасье. Дело в том, что в результате конфликтных ситуаций, происходивших в семье продолжительный период.
Ну, на профилактическом учете в органах внутренних дел состоит свыше 2000 родителей, не исполняющих обязанностей по воспитанию детей. Из них 80% это родители, систематически употребляющие спиртные напитки. Дом и насилие – это два несопоставимых словосочетания. Да? По сути, дома человек должен чувствовать себя защищенным, а для ребенка это особое место, где он должен чувствовать заботу, внимание, понимание, защиту от родителей и иных родственников. В текущем году на территории республики увеличилось число преступлений, совершенных в отношении детей, с 384 до 468, в том числе родителями, сожителями, опекунами и иными родственниками в отношении детей совершено 86 преступлений. Это на территории города Якутска, Нерюнгринского, Алданского, Алекминского, Чурапчинского, Вилюйского, Хангаласского, Мирнинского районов. Особую тревогу вызывает наметившийся рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. За 6 месяцев следственными органами расследовано 132 преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Отмечу здесь только за летний период, это за июнь-июль месяц текущего года, в отношении детей совершено 23 преступления против половой неприкосновенности. Из них 9 преступлений совершены членами семьи, это отцами, сожителями. Также увеличилось число попыток и оконченных суицидов среди детей с 2 до 6. В основном совершению подросткам суицидов предшествуют конфликтные ситуации в семьях, да? Непонимание родителей. Часто слышишь от родителей, что они недовольны, с кем дружит их ребенок. Вместо того, чтобы помочь ребенку разобраться в отклоняющемся поведении, да? Обратиться к психологам, либо по состоянию здоровья, возможно, нужно медицинское оказание помощи, да, со стороны психиатров. Родители авторитарно оказывают психологическое давление на неокрепшую психику детей. У детей свой внутренний мир, свои взгляды, свое мнение, да, и родителям здесь необходимо очень осторожно подходить к разрешению таких проблем. Чаще дети остаются со своими проблемами один на один и, не найдя выхода, совершает такой вот тяжкий, тяжелый шаг. Кроме этого, увеличилось число самовольных уходов детей из дома и государственных учреждений. На сегодняшний день из дома ушло 300 детей. Все мы, родители, да, стараемся создать благоприятные условия для своих детей, да, для их самореализации, разностороннего развития. Там, где нет этих условий, где родители заняты своими житейскими проблемами, дети бегут из дома. Им интересно проводить время с друзьями, где их понимают, да, сочувствуют им. Дети, заглушая свою боль, употребляют спиртные напитки, ну и далее там более тяжелые наркотические вещества. Самовольные уходы, они опасны тем, что дети, находясь вне родительского контроля, совершают преступления, становятся объектами преступления. Также их вовлекают в совершение преступлений. Весь этот негатив отпечатывается в дальнейшей жизни ребенка. Приведу пример. Вот на территории города Якутска 3 года назад мать убила свою несовершеннолетнюю дочь. Данная гражданка, будучи ребенком, она проживала в неблагополучной семье, сама подвергалась домашнему насилию со стороны отца, получила психологическую травму, воспитывалась в детском доме. Да? В результате бытовой неустроенности и имеющиеся психологические проблемы со здоровьем в совокупности, все это способствовало совершению ею особо тяжкого преступления в отношении своего ребенка. Чаще домашними тиранами становятся люди, ранее подвергавшиеся насилию. В республике имеется у нас достаточное количество информационных порталов, психологических служб, телефоны доверия правоохранительных органов МВД, Следственного комитета, прокуратуры. К примеру, в республике есть телефон доверия «Ребенок в опасности». Это Следственного комитета, номер телефона 123.
Вся информация, поступающая на канал, она незамедлительно обрабатывается и проводится по всем фактам проверки. Даже анонимные звонки у нас все проверяются. Не только у нас в республике и по России население живет по принципу «моя хата с краю», либо по принципу «бьет, значит любит», да? Или «не выносить ссор из избы». Очень много примеров, когда родные матери годами терпят издевательства, истязания и живут с домашними тиранами. И ни в какие ворота не лезет, когда молчат или делают вид, что не знали, когда же их дитя, муж либо сожитель насилуют более 3 лет. Есть такие вот факты, да? Был случай, когда женщина обратилась в полицию только тогда, когда ее ударил муж. А когда за стенкой насиловал ее супруг, падчерицу, да, она почему-то молчала, не сообщала в органы, правоохранительные органы. Поэтому сейчас необходимо общественности активизироваться, информировать правоохранительные органы, органы опеки и попечительства о фактах нарушения прав детей, жестокого обращения с детьми. Сейчас уже не те времена, когда люди боялись огласки, преследования и так далее. Да? Также приведу пример, когда женщины звонят в полицию, вот Филипп Юрьевич сейчас сказал, да, и просят помощи о том, что в ходе пьянки их побил сожитель или муж там. А при выезде на место происшествия, либо уже при направлении обобщенного материала в суд по статье 116 за побои, да, отказывается от заявления. То есть в связи с тем, что они помирились. И так у нас остаются, получается, домашние тираны, насильники без наказания. В российском законодательстве есть несколько вариантов привлечения к ответственности по фактам домашнего насилия. Это в Кодексе об административных правонарушениях 6.1.1 статья, в Уголовном кодексе статья 115, 116, 116 прим. 1, да? Но нет отдельного закона, оно не выделено в отдельный состав преступления, нет даже законодательного определения этого явления, тем более не предусмотрен институт охранных ордеров, которые могли бы обеспечить потерпевшим оперативную помощь, порой спасти им жизнь. Вот так вот. Спасибо за внимание. Да, спасибо за очень интересные выступления. И вот то, что касается, вы сказали, по административному кодексу, да, и уголовному кодексу, вы считаете, что там нужны какие-то поправки или уточнения? Да, обязательно. Да, вот, пожалуйста, надо. вот то, что вы сказали, мы прямо ждем в письменном виде. Общественная палата Республики Саха-Якутия в письменном виде ждет, что конкретно необходимо изменить в федеральном законодательстве согласно этих кодексов. Хорошо? Хорошо. Так, пожалуйста, еще вопросы. Может, в Zoom у кого-то есть вопросы? Добрый день, уважаемые участники. У меня вопрос сразу к выступающему. Скажите, пожалуйста, какой процент, как вы полагаете, какой процент населения, женщин в частности, которые могут потенциально сталкиваться с домашним насилием или с насилием в отношении их детей, информировано о том же номере горячей линии 123? Как дозвониться районам, набирается код или нет? Вот сейчас у нас по городу, по республике, по всей Российской Федерации очень много социальной рекламы на тему вакцинации, обязательности вакцинации. Скажите, вы хоть одну социальную рекламу по городу Якутску видели в отношении номера 123? Вот я больше чем уверена, что мы недостаточно информируем население не только о своих правах, о правах-то мы знаем, а куда обращаться, по какому номеру телефона, вот этой информации, я вас уверяю, недостаточно. И поясните, пожалуйста, вот сейчас участвуют у нас муниципальные районы, и если они столкнулись, женщины с районов муниципальных Республики Саха-Якутия, с домашним насилием, то как мы набираем номер 123? Напрямую или через код? Спасибо. Ага, спасибо за вопрос. Да. Ну вот я как отметила, что домашнее насилие, оно очень высокая латентность, да, данного преступления. Возможно, вот если будут реагировать общественность, да, вот те же соседи, да, когда за стенкой там в семье случилась вот трагедия, допустим, или систематически употребляет спиртные напитки, вот супруг, да, приходит после этого, устраивает ссору с женой, избивает детей, ну, чаще всего люди не обращаются в органы внутренних дел. Вот
По телефону доверия «Ребенок в опасности» — это Следственный комитет, поступают звонки, номер 123 и 403-237, они указаны, да, в информационных порталах и также на сайте Следственного комитета. Значит, районом 123 это набирается на сотовый номер, да, а если районом, то обязательно, конечно, через код. Номер телефона вот 403-237. Хорошо. Вопрос задавала Михайлова Оксана Тагировна, народный депутат Государственного собрания Литумен Республики Саха-Якутия от Алекминского района. Так, пожалуйста. Позвольте, Анжелика Егоровна, я добавлю, да? Я вот дополню Оксану Будимировну. Меня зовут Скирябин Владимир Борисович, директор психологического центра Минмолодежи. Вот. Оксана Будимировна имеет в виду насчет вот этого телефона. Я бы хотел просто добавить о том, что вот, чисто психологический механизм там работает. Там людям стыдно. Стыдно, и по-якутски сказать «саталлар», поэтому им стыдно обращаться, им больно, да? Поэтому они вот то, что вы, да, в официальные органы, да, поэтому вот то, что действительно здорово, что есть этот номер, мы нередко сталкиваемся с этими случаями, вот то, что представители МВД сейчас говорили, и поэтому они не обращаются, вот как минимум. Я правильно понимаю, этот номер у нас анонимное обращение предполагает? 123. Насчет 123 я не знаю, это номер Следственного комитета, да, по-моему? Да, но анонимное. Ну все, тогда о каком стеснении может быть речь? Нет, конечно, анонимно. Другой момент, я заостряю ваше внимание, уважаемые участники, на том, что далеко не все. Хорошо, что этот номер, такая возможность есть. Другой момент, знают ли наши граждане о такой необходимости? Я говорю о необходимости усилить социальную рекламу на улицах не только города Якутска, но и всех городов Республики Саха-Якутия. Хорошее предложение. Мы запишем в рекомендации, чтобы вот именно Следственный комитет усилил, можно сказать, да, и мы тоже, да, рекламу именно вот телефонов доверия, куда может человек анонимно обратиться. Да, в школах, да, очень хорошее, правильное предложение. Так, разрешите предоставить слово заместителю министра труда и социального развития Республики Саха-Якутия Елене Юрьевне Тепляковой. Пожалуйста, Елена Юрьевна, мы вас слушаем. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Спасибо, что пригласили нас для участия в обсуждении столь актуальной на сегодня темы. Но коротко я остановлюсь на той работе, которую проводит наше учреждение. В нашем виде находится 33 учреждения социального обслуживания, это 16 социально-реабилитационных центров и 17 отделений социальной помощи семье и детям при управлении соцзащиты. В целом, все районы республики охвачены деятельностью наших учреждений. Ну, прежде всего, работа нашего учреждения направлена на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, выполнение социальных услуг по предоставлению временного проживания детям, находящимся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации, а также социальное сопровождение семьи с детьми. В целях совершенствования работы наших учреждений был издан приказ Министерства об организации именно работы по раннему выявлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с применением технологий работы со случаем, в рамках которого усилена межведомственная работа с муниципальным образованием на местах, разработаны алгоритмы выявления семей, находящихся в трудной жизненной ситуации через управление социальной защиты, а также выявление социально неблагополучных семей осуществляется путем проведения специалистами наших учреждений социальных патронажей, рейдовых и выездных мероприятий в населенные пункты района. Также индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в социально опасном положении, реализуется согласно порядку взаимодействия, который был утвержден постановлением Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних. То есть работа проводится в непосредственном взаимодействии со всеми органами системы профилактики. Немного остановлюсь на основных показателях работы наших учреждений. За первое полугодие текущего года количество семей, находящихся в социально опасном положении, по сравнению с первым полугодием 2020 года снизилось на 142 семьи и составило 1194 семьи. В этих семьях воспитывается 2796 детей. Соответственно, количество детей по сравнению с прошлым годом также снизилось.
Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, также снизилось на 72 семьи и составило 1643 семьи. В них детей 4312. В первичной профилактической работе по жестокому обращению с несовершеннолетними очень важную роль играют именно патронажи, рейдовые мероприятия, выезды в населенные пункты района, проводимые учреждениями. Также учреждения проводят социально-психологические десанты, выездные комплексные мероприятия, круглые столы, встречи и совещания с привлечением сотрудников служб, имеющих профессиональное отношение к ситуации с насилием в семье. Органов системы профилактики также проводят акции и кампании по повышению общественного сознания, недопустимости насилия в семье и жестокого обращения с детьми, участие в совместных рейдах, операциях именно по раннему выявлению семей, предрасположенных к совершению жестокого отношения к детям. Несмотря на ограничительные мероприятия, министерством был усилен контроль именно по организации профилактической работы учреждениями. Так, в летний период у нас увеличено число патронажей семей группы риска и межведомственных рейдов. Значит, 5082 патронажа, в прошлом году их было 3997, 751 рейд был осуществлен, в прошлом году всего 580. В целом патронажами и рейдами охвачено 6936 семей. В прошлом году было 5400. Выявлено 311 семей и 406 детей, которые нуждаются в сопровождении. По данным учреждений наших, ежегодно в стационар в среднем помещается 9 детей, ставших жертвами насилия. Так, в 2020 году было 15 детей, в 2018 – 9, в 2019 – 3 детей. Немаловажную существенную роль в профилактике насилия над детьми играют мероприятия, которые у нас проводятся в рамках профилактики социального сиротства при реализации плана мероприятий, утвержденных законом об ответственном родительстве на 2020 и 2022 годы. За 2020 истекший год исполнено почти все мероприятия, 93%, за исключением тех, которые, значит, должны были охватить массовое участие. Также профилактика насилия над детьми и семье осуществляется через пропаганду ответственного родительства. Очень значимую роль в пропаганде именно играют средства массовой информации, республиканские конкурсы, теле-, радио, передачи из сети интернет республики. Регулярно выпускаются передачи и новости, направленные на пропаганду семейных ценностей, ответственного и позитивного родительства, профилактику социального сиротства. За 2020 год на телевидении было опубликовано 1137 материалов, в радиовещании 680. Также транслируются ролики «Семья и ребенок, дети», которые транслируются ежедневно. И в завершении хотела бы сказать, что в целях еще более эффективного взаимодействия органов системы профилактики у нас сейчас проводится работа по приобретению единой республиканской автоматизированной системы учета семей и детей, находящихся в социально опасном положении, с доступом к ней всех заинтересованных органов системы профилактики в рамках государственной программы профилактики правонарушений в республике на 2020-2024 годы. Спасибо за внимание. Спасибо за информацию, Лена Юрьевна. Пожалуйста, вопросы. Добрый день. Я бы хотела задать вопрос. У нас вот в республике вообще очень хорошо поставлена межведомственная работа по защите прав детей, там все, что сделать для детей конкретно, да, вот поставить на учет, КДН тут же информируется, все знают детей. Но при этом вот эти вот реабилитационные центры помещаются туда дети в разных. То есть происходит изъятие их из семьи, и не хорошо она влияет на тему социального сиротства. Вот куда деться женщине, которая вот, ее бьет муж, вот куда заберут детей в реабилитационный центр, а она останется с этим тираном, вот куда деться этой женщине? Почему не рассматривается этот вопрос в комплексе, чтобы семья как-то, мама с детьми осталась, и предоставить возможность ей в рамках этого же реабилитационного центра какое-то время пережить там трудный период какой-то? Спасибо, Ольга Михайловна, за вопрос. Действительно, эта проблема у нас существует. Деятельность наших центров направлена, конечно, прежде всего на стационарное обслуживание именно детей. Действительно, если речь идет о маме, которая подвергается насилию, такой возможности в наших учреждениях нету.
Но понимая эту проблему, на сегодня, значит, министерством было принято решение, мы, значит, передали Министерству по молодежной политике 1,5 миллиона рублей по направлению, значит, поддержка семьи, отцовства, материнства и детства. И в рамках вот этого направления на конкурсной основе, в общем-то, на сегодня в городе действует такой центр, который могут принять участие, ну, с учетом того, что если необходима какая-то финансовая поддержка. Вот пока на сегодня таким образом частично, можно сказать, решить вопрос. Можно, да, я вот продолжение вот. Значит, вот из 1940 состоящих на учете родителей, да, ну, они в основном это женщины, вот 1/3 женщин с детьми готовы начать жизнь с чистого листа, да, оторваться от этого вот круга пьянства, да, от этих вот мужей, сожителей, тиранов, вот действительно им некуда деваться. Вот нам бы в республике какую-то социальную гостиницу, да, для таких вот семей создать или как-то решить этот вопрос. Очень хорошее предложение. Ольга Юрьевна, у меня тоже, Елена Юрьевна, у меня тоже такой же вопрос, да. Законодательно, я знаю, да, что мы имеем право, региональные власти, согласно федерального закона, создавать, значит, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних. И также федеральное законодательство имеет право создавать кризисные центры для семей и женщин. Вот я над этой темой уже, ну, как общественник, да, слежу, и вместе вот мы работали, создавали для женщин с алкогольной зависимостью в поселке Кангаласы, да, центры в свое время в начале 2000-х, да. Все-таки вот в нашей большой республике, я думаю, что один такой центр необходим для людей, для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. И всегда встает вопрос. В последние годы, конечно, мы очень благодарны, что есть ТРЧ, да? Что это центр, который работает только благодаря грантам. Сегодня грант есть, ТРЧ работает, женщины могут обратиться, женщина получает помощь. Гранта нет, женщинам некуда обращаться. Поэтому мы по итогам вот круглого стола, наверное, внесем предложение, чтобы было все-таки предусмотрено какое-то финансирование из республиканского бюджета, муниципального бюджета, вот на решение этого вопроса. Как вы на это смотрите, Елена Юрьевна? Нет, действительно, законодательство дает возможность открытия такого типа учреждений. На федеральном уровне тоже сейчас обращается на это внимание. Как раз вот на согласование к нам пришел план по профилактике сиротства, там, где тоже есть мероприятия именно по реабилитации женщин в кризисной ситуации. Мы-то, конечно, не против. Это нужное дело, просто нужно вот эту форму вот работы и тип этого учреждения продумать. Потому что тут две стороны медали. Когда женщина обращается за помощью, мы же должны дать ей возможность каким-то образом решить ту проблему, в которой она оказалась. При этом мы не должны забывать ту вторую сторону, которая является, как было сказано, тираном, да, и, в общем-то, относительно вот этих, той второй половины тоже должны быть какие-то предприняты меры. Почему она должна уйти из своего дома, скажем так, и находиться в государственном учреждении? То есть мы оставляем того тирана, значит, при том, как он хочет это находиться у себя сам, да, а жену с детьми выгоняет на улицу. Вот тут как бы надо смотреть в комплексе работу. Опять же, здесь, мне кажется, больше вопрос тоже именно межведомственного взаимодействия. Просто так дать приют, тут проблема же тоже, вот куда потом дальше женщине это пойти, если у нее нет возможности вернуться обратно. Спасибо за ответ. Действительно, этот кризисный центр, он будет считаться именно временного содержания, чтобы женщина пришла, да, решила все свои проблемы, прошла психолога и так далее, и так далее. И потом мы ее уже провожаем в нормальную жизнь. Этот центр необходим именно для времени. Будет это гостиница, центр, ну, то, как сейчас работает вот наш
значит, координатор. Я предоставляю следующее слово координатору Международного детского фонда «Дети Саха-Азия», куратору проекта «Организация временного, вот именно временного приюта семьям с детьми в городе Якутске». Пожалуйста, Мария Анатольевна Егорова. Здравствуйте, уважаемые участники круглого стола и также участники в Zoom. Я хочу вам представить работу, деятельность временного приюта для семей с детьми в городе Якутске. Так, проблемы домашнего насилия, естественно, обострились в период пандемии, да, как бы это уже доказано, уже об этом говорили предыдущие коллеги, участники круглого стола. И это также подтверждается НКО России, что именно в 2020 году произошел большой всплеск домашнего насилия. Вот подтверждается, я тут указала ссылки, где можно ознакомиться с цифрами по России, по регионам. И также в докладе Организации по защите прав женщин также анализируются данные о домашнем насилии в условиях пандемии. Ссылки указаны, можно будет из них узнать. Следующий слайд у нас идет по поводу преступлений, совершенных насильственными действиями в отношении женщин и несовершеннолетних со стороны членов семьи. Данные предоставлены МВД Республики Саха-Якутия, за что мы благодарим за оперативное предоставление информации. Тут указана информация график в разрезе 2019 года по первой полугодие 2021 года. Значит, женщины и несовершеннолетние. Рост идет в отношении женщин в сравнении с 2019 год с 2020 годом. Рост произошел на 2,8%. А в отношении несовершеннолетних 70,67%. По таким статьям основные, значит... Так, тут следующий слайд, это разрезы по городу Якутску. Также женщины и несовершеннолетние. Цели и задачи нашего временного приюта. Главная наша цель – это оказание экстренной помощи семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, путем предоставления временного жилья. Задачи, которые решаются, это предоставление временного пребывания семьи с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, профилактика социального сиротства, семейного неблагополучия, поддержка материнства и детства, а также взаимодействие с органами и учреждениями образования, здравоохранения, внутренних дел, общественные и другими организациями по оказанию помощи семьям с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Ну, я вам представляю как бы условия проживания в нашем приюте. То есть как бы находится в благоустроенном здании. Приют рассчитан на 20 койко-мест. Комнаты с наполняемостью 4, 6 и 10 мест. Так, ну, есть зона как бы для приготовления и хранения еды, санузлы с душевыми кабинами. В общем, все условия как бы созданы для проживания семьи. Категории женщин, которые могут обратиться к нам, это вот женщины с новорожденными детьми, оставшиеся без места жительства, женщины с детьми, пострадавшими от домашнего насилия и жестокого обращения, женщины, воспитывающие детей-сирот, женщины, освободившиеся из мест лишения, имеющие детей несовершеннолетних, женщины с детьми, в исключительных случаях семьи, это когда пострадали от пожаров на территории города Якутска. Это статистика данных категории женщин, проживавших в приюте. То есть это в разрезе женщин, пострадавшие от домашнего насилия, в 2020 году составил рост 183,33%. То есть очень большой скачок произошел именно в 2020 году. Так, тут у нас представлены такие вот примеры из жизни нашего приюта. Значит, тут представляю такую вот, мать жертва, отец абьюзер. Да? Тут ситуация такая. В общем, женщина
ну, скажем, достаточно активного возраста, образование среднеспециальное, она работает в дошкольном учреждении. Отец, 41 год, образование высшее, занимает руководящий пост. И, ну, соответственно, злоупотребляет алкогольными напитками. У них 3 детей. Семья является многодетной. Девочки 2009, 13, 15 годов рождения. Женщина обратилась к нам в связи с домашним насилием со стороны мужа. То есть оно было систематическое. Женщина не выдержала и обратилась, приняла решение уйти от мужа и обратилась к нам. Она уже, это было ее не первое обращение, повторное. Ну, в прошлый раз, ну, как бы первое обращение, муж уговорил ее вернуться, она ему поверила и вернулась. Ну, он не перестал заниматься рукоприкладством, и как бы она в 2020 году обратилась еще раз. Брак у них официально не зарегистрирован, но как бы дети от мужа. Семья на профилактическом учете не состоит. Какие были меры приняты в отношении женщины, чтобы решить ее проблему? То есть мы оказали психологическую помощь и детям, и матери, да? Была дана ей установка дистанцироваться от мужа, то есть как бы уже не повторился случай возврата в семью, ну, к мужу, да? И также в период, когда она проживала в приюте, муж, конечно, неоднократно пытался ее вернуть, по телефону угрожал, что найдет ее, ну, и как бы вернет обратно. Вот, с юристом были с ней как бы написаны заявление. Также было рекомендовано ей, она причем как бы за это время ни разу не рассказывала своим родственникам, что у нее происходит насилие. Вот, и, в общем, женщина как бы была настроена уйти, мы ей помогли переехать в другой район подальше от мужа, и она там трудоустроилась, ну, все было. Семья в трудной жизненной ситуации, ну, по такому же примеру, как бы, что семья, какая ситуация у них сложилась, и как была решена проблема. Это многодетная семья с 6 детьми. Женщина на момент обращения не была трудоустроена, муж пенсионер, то есть, соответственно, семья малоимущая, многодетная. Тоже также были элементы тоже домашнего насилия в совокупности со всеми проблемами семьи. Также, ну, эта ситуация, она, почему как пример ее привела, потому что женщина нашла в себе силы уйти от мужа, решить свои материальные проблемы, то есть она трудоустроилась, оформила все пособия детские, которые ей полагались. Ну, и у нее появилась возможность снять сначала жилье, а потом приобрести квартиру. Да, с использованием материнского капитала. Вот, это данные по районам, которые хотелось бы отметить особо, да, что вроде бы как у нас название, что именно семьи в городе Якутске, но в основном обращение это, да, из районов, потому что, как правило, они приезжают в Якутск в надежде, что найдут работу, жилье, и потом оказывается, что да, трудная жизненная ситуация, и обращаются к нам. Вот это итоги 2019 года. 27 семей проживало, из них 27 взрослых и 55 детей. Ну, соответственно, в 2019 году преобладал город Якутск. В 2020 году уже... Угу. Да, это вот уже первое полугодие 2021 года. Это показатели по анкетированию, да. Это вот ответы на вопросы. Мы проводим анкетирование, каждый проживший отвечает на вопросы, что нужно улучшить. Да, консультации юристов, удовлетворены вы или нет? Так, это по показатели анкетирования, по поводу, из каких источников вы узнали. Ну, тут хочется отметить, что очень низкая информированность со стороны
государственных органов, да, в основном узнают от знакомых родственников и с сайта фонда. Это показатели по предложениям, то есть что бы вы хотели улучшить в деятельности приюта. Вот такие вот были ответы, да. Следующий слайд – это вот проблемы в деятельности нашего приюта, которого мы хотели отметить, да. То есть, ну, это больше относится, да, к администрации города Якутска, что у нас такой вот, знаете, объявляется конкурс очень поздно, да, то есть приют начинает деятельность свою, ну, где-то во втором квартале, в конце первого квартала текущего года, например, да. И вот получается, что деятельность заканчивается 31 декабря, и в период именно такого, когда требуется, это вот новогодние праздники, у нас холодный период, да, приют не работает, женщинам некуда уйти, получается. Вот это вот у нас одна из главных проблем. И также, вот я как говорила, информированность низкая со стороны государственных органов, отсутствие сопровождения семей после выхода из приюта. Мы, конечно, стараемся в экстренных случаях, если женщина выезжает в какой-то район, мы стараемся информировать отделы опеки, администрацию районов, органы полиции о том, что женщина нуждается в помощи и контроле ситуации. Также вот у нас одна из проблем – это отсутствие финансирования приобретения продуктов питания, медикаментов, бытовой, ну, химии, да, как бы предметов первой необходимости, и также вот прохождение медицинского обследования, на оплату проездов. То есть, допустим, если женщина хочет куда-то уехать, но у нее на это нет средств, как бы тоже проблема. Но мы стараемся решать эти проблемы, да, как обращаемся к партнерам, благотворителям по поводу вот решения этих проблем, но нет финансирования. Так, ну, контактные данные, где вот куда обращаться, по какому номеру телефона, электронные адреса. И с деятельностью приюта можно ознакомиться по данной ссылке. Благодарим всех за внимание. А также прошу вас там вот ссылка на анкету, можно будет ответить на вопрос. Да, большое спасибо за очень содержательное выступление, проведен очень хороший анализ. И мы, наверное, эти слайды и вот Google форму, да, чтобы ответить на вопросы, отправим участникам нашего совещания, да, и с большой просьбой, чтобы заполнили Google форму по данной теме. Да, по круглому столу, а Google форма – это конкретные предложения, что вы предлагаете по данной… Так, у кого-то есть вопросы, да? Пожалуйста. Вот у меня вопрос. У вас как обеспечивается охрана? И бывали ли случаи, что вы вот приходили мужья к вам в центр-то? Охрана у нас, как таковой охраны физической со стороны как бы полиции или частных охранных предприятий нет, но у нас есть наши работники, администраторы, и у нас как бы есть система видеонаблюдения, ну, также обращение в полицию, участковые, то есть как бы нас в этом поддерживают и всегда стараются, ну, быстрее приехать на вызов из приюта. Случаи бывали, да, неоднократные, когда мужья все-таки узнавали, где находится их жены, их семья, приходили, но мы обращались в полицию, разговаривали с мужьями, ну, вызывали, некоторые, конечно, понимали ситуацию, что они виноваты в этой ситуации, и как-то успокаивались. Ну, если случаи такие, что уже совсем район, ну, как бы пытается прорваться, то мы, конечно, вызываем полицию. Так, пожалуйста, еще вопрос есть. Большое спасибо за выступление, Мария Анатольевна. Слово предоставляется Владимиру Борисовичу Скрябину, директору Центра социально-психологической поддержки молодежи при Министерстве молодежи и социальным коммуникациям. Подготовится Министерству здравоохранения. Василий Петрович Игнатьев. Так, еще раз здравствуйте, коллеги. Ну, да, действительно, безусловно, поднимаемая тема очень важна. В нашем центре функционирует кризисная, мобильная кризисная служба.
и мы охватываем несовершеннолетних, подвергшихся разного рода насилиям, как физического, начиная, заканчивая сексуальным насилием. Действительно, как коллеги подтверждают, с прошлого года есть определенный рост, 30%. Но вообще весь прошлый 2020 год он был специфичный по статистике. Действительно, и самоизоляция, и пандемия очень сильно повлияла на восприятие мира людей. Так, в среднем у нас около 200 семей находится на постоянном сопровождении. Деткам оказывается реабилитационная психологическая работа. Наша кризисная служба была создана по инициативе Следственного управления Следственного комитета по Республике Саха-Якутия. С 2014 года наработан довольно глубокий, тонкий подход относительно каждого факта, каждого дела. Если, в среднем где-то около 200 семей находится на постоянном сопровождении, и, скажем так, работа психолога в данном случае, она довольно специфична. Мы стараемся брать со специализацией клинический психолог, с чем есть определенные трудности у нас в стране, поскольку вообще в целом на федеральном уровне нет федерального законодательства, которое регулирует деятельность психологов четко, конкретно, разграниченно. Вот мы здесь, коллеги, сидим с представителями Министерства образования, Министерства здравоохранения. Елена Юрьевна выступала, Министерство труда. И также в правоохранительных органах функционируют психологи, так или иначе. И я тут говорю о том, что есть определенная проблема во взаимодействии, в дополнении, в введении фактов, которые психолог ведет, скажем так, да? Это проблема федерального масштаба. В связи с этим нами проведена работа по изучению опыта других регионов. Каждый регион в данном случае функционирует по-своему. У нас есть наработки, связанные с взаимодействие с Республикой Татарстан. У них на уровне Кабинета министров принято решение о создании единого координатора в республике, единого органа, который регулирует деятельность психологов, координирует. Тогда работа становится... у них введено это относительно недавно, и тогда работа очень-очень систематизируется. На сегодняшний момент по тем результатам, которые мы проводили совместно с Центром стратегических исследований при главе Республики Саха-Якутия с августа прошлого года, у нас в республике функционирует около 1100 психологов. Это, скажем так, цифра, которая постоянно дополняется и корректируется. И также по указу главы Республики Саха-Якутия Асия Сергеевича Николаева на данный момент идет работа по созданию данного механизма единой координации всех психологических служб Республики Саха-Якутия. Да? Кроме этого, я согласен, Оксана Тагировна, что абсолютно точно необходима полномасштабная, крупная работа по информированию, по тому, чтобы действительно, как по вакцинации с прошлого года, да, как идет системное информирование населения, также и по деятельности психологов и по психологическим службам должна идти просветительская, спокойная, планомерная работа по просвещению населения. Все, спасибо. Так кратко скажу. Большое спасибо, потому что мы помним, уже вам практически 21. Да, 21 год Центром социально-психологической поддержки при Минмолодежи. Молодежи. Раньше было только молодежи, потом добавили молодежи и семьи. Да. То есть, получается, в комплексе вы имеете право оказывать помощь и детям несовершеннолетним, и семьям. Всем категориям граждан. Да, всем категориям граждан.
И такой же центр у нас сегодня есть, значит, в Министерстве образования, такой же центр есть при МВД. И совершенно верно вы сказали, чтобы у вас была бы общая координация, может, даже бы не повторяли друг друга, работу психологов. Я точно помню, когда случаются вот эти вот стрессовые ситуации, стихийное бедствие, да, когда выезжают психологи, всегда должно быть согласовано, взаимозаменяемость и так далее. Ну, вот это направление должно очень хорошо работать. Спасибо за предложение. Ваше предложение поняли. Вопросы есть, да? Да, у меня есть вопрос. Пожалуйста. Добрый день. Значит, вопрос такого порядка. Существует ли на сегодня у вас сопровождение несовершеннолетних жертв насилия во взрослой жизни? На данный момент наши полномочия ограничиваются достижением совершеннолетия. Вот, этим все понятно. Это согласно законодательству, да? Да. Это Или постановление. согласно постановлению правительства во взаимодействии со Следственным комитетом Республики Саха-Якутия. Да, функционал. Может, да? Хорошо, очень хороший вопрос. Если у вас тоже есть предложение по данному вопросу, можете внести по итогам нашего круглого стола. Да, хотелось бы внести, чтобы было организовано отделение именно сопровождения жертв несовершеннолетних, вот именно подвергшихся насилию, потому что они становятся сами уже, которые совершают преступления. И женщины, и мужчины, кстати. Поэтому эта проблема у нас в республике не затронута. Да. Эта проблема вообще не только у нас в республике, я вам точно скажу, да, это такой феномен психологического отомщения, сублимации, или там вот таких вопросов, да. Да, очень хорошее предложение, потому что действительно не раз повторили и органы наши, что совершают преступления те, кто сами были когда-то, да, жертвами преступления. Да. Так, спасибо большое. Слово предоставляется Василию Петровичу Игнатьеву, исполняющему обязанности руководителя Департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия, подготовиться Ирине Александровне Атласовой. Добрый день, уважаемые участники. Спасибо большое организаторам данного очень важного и интересного мероприятия. Спасибо всем докладчикам за очень интересную информацию. Министерство здравоохранения уже озвученной статистики мало что можем добавить. По причинам получения травм несовершеннолетними и женщинами у нас конкретно деления нет, конечно, о том, в каких условиях получили травмы, там, насилие любого характера. Самое главное в нашей работе, как уже представитель МВД сказал, это довести до органов силовых информацию о том, что где-то что-то не так и есть достаточное основание полагать, что нарушен закон. Именно в этой части всегда бывают какие-то накладки, как уже упомянули, в основном это связано с тем, что и женщины, и дети скрывают довольно-таки часто причины. Ну, по этому поводу у нас постоянно идет работа и с несовершеннолетними, и с нашими медицинскими организациями. По поводу медицинского обследования лиц, проживающих в кризисном центре, я не совсем понял насчет вопроса о финансировании. Если трудности есть получить полис ОМС, видимо, к этому относится, потому что и в рамках ОМС можно получить достаточно полное медицинское обследование. Спасибо. Пожалуйста, спасибо за выступление. Вопрос. У меня вопрос, Василий Петрович. В приют к нам обращается перинатальный центр очень часто. Прямо поставщики этих женщин, которые в трудной жизненной ситуации, приезжают сюда рожать. Мы не поняли, мы вообще вот как бы приют, он зеркало нашей вот жизни, республики, да, вот общества. И получается, что они
к нам даже с Нерингры приезжают рожать женщины. И вот они безработные, малоимущие, многодетные, негде жить, родственников нет. И вот что? Это вот один вопрос. Почему они не рожают у себя в районах? Да? Во-вторых, у нас вот второй год случай, что рожают детей и выходят без детей. И когда мы начинаем этот клубок раскручивать, да, мы не можем даже вот как бы ухватить, но есть какая-то, страшно даже сказать, какая-то продажа детей, потому что она видна была, потому что женщина вышла, тут же начинает покупать, что-то этими какими-то делами в первую очередь ее волнует, да, но официально мы это не можем. Почему это как-то не отслеживается? Куда вышла женщина, в общем, как-то, вот этот вопрос, он какой-то подвисший у нас. И мы второй раз встречаемся с этой ситуацией. Вот у меня два вопроса. Спасибо большое за вопрос. По первому вопросу я хотел бы уточнить. Наша медицинская организация направляет к вам женщин, которые приехали сами в город Якутск, или которых направили медицинские организации? Направлены на роды. И вот они на поздних сроках приезжают, там 38 недель, еще сколько-то, как сложный какой-то случай, видимо, да, и как нам объяснили, там некому, только акушер-гинеколог у них в районе, допустим, да, который не принимает роды, типа такого. И направляют их в город Якутск рожать, а здесь им негде жить, денег нет, и вообще трудная ситуация. В плане пациентов, именно направляемых в город Якутск, да, у нас по принятой маршрутизации, к сожалению, так устроено, что определенные категории пациентов рожают именно здесь, в городе Якутске. Но там все направления должны быть согласованы по срокам с республиканским учреждением, куда направляются эти люди. И почему вот возникает именно вот такое расхождение, что люди, видимо, приезжают раньше гораздо, чем им назначена госпитализация, или что, это, скорее всего, требует определенной работы, постоянной, можно даже сказать, более-менее ручном режиме. У нас в Министерстве здравоохранения мониторинг беременности, тяжелой патологии, видеоконференции со всеми ЦРБ проводится еженедельно, то есть это постоянная работа. И сегодня было, например, на следующий уже получается ВПС, я этот вопрос подниму, как-то сложилось, уточню. Буду признательен, если вы конкретно отправите информацию, и, правда, насколько я понимаю, вы юридически можете или нет давать персональные данные, конкретно, кто к вам обращался, в течение года, сколько человек. Мне кажется, По второму вопросу, Министерство здравоохранения не имеет компетенции такой преступления расследовать. Я даже не могу ничего сказать насчет продажи ребенка. Это надо незамедлительно сообщить прокуратуре, по-моему. Как это вообще может быть? Спасибо. Спасибо за ответ. Но мне кажется, вот эти женщины наши, которые оказались в трудной жизненной ситуации, бывают такие случаи, что у них действительно, по патологии сложные роды, их отправляют в Якутск, а им негде остановиться. И, скорее всего, поэтому они к вам идут. Их направляют? Нет. Да, в смысле, их направляет медцентр, где, принимают тяжелые роды. Остановиться им негде и отправляют в ваш центр. Вот из-за этого. Но это, конечно, зависит уже от человека, если не родственников, никого. Нет, это понятно, просто обычно у нас... Сложные роды тогда, наверное. Вас не слышно, Министерство образования? Министерство здравоохранения. Спасибо. Так, слово предоставляется Ирине Александровне Атласовой, начальник управления по делам молодежи города Якутска, подготовиться Оксане Тагировне Михайловой. Добрый день, уважаемые участники круглого стола.
Спасибо за приглашение, в первую очередь. Да. Ну и, во-вторых, хочется отметить, что действительно на сегодня данная тема, она очень актуальна, и к этой теме, проблеме мы должны все вот ведомства, которые в этом заинтересованы, и общественные организации, и родительская общественность, подходить к этому вопросу очень серьезно и комплексно. Как выше было уже сказано, доложено моими коллегами, Управлением молодежи и семейной политики окружной администрации города Якутска проводится вот деятельность именно по отношению вот и приюта, и Центра помощи семьям, да, города Якутска. Центр помощи семьям города Якутска, да, финансируется из муниципального бюджета. И, к сожалению, на сегодня те источники, ну, по крайней мере, хотя бы они есть, да, на городском уровне, не полностью удовлетворяют спрос населения именно по этому очень проблематичному направлению. На сегодня, за этот год, на отчетную дату хочется отметить, что центром оказана помощь юрисконсульта 151 человек получили помощь юрисконсульта из семей, оказавшихся в сложной, трудной жизненной ситуации, социально опасном положении. Помощь психолога получили 149 человек также из таких семей. Помощь педагога получила 247 несовершеннолетних граждан из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Центром проводится не только такая помощь, да, теоретическая и практическая, но также ведется постоянная работа по поддержке семей с детьми, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, насилия, жизненных проблем. Оказывается гуманитарная помощь, помощь с трудоустройством, оформлением документов, организовываются мастер-классы, встречи, проводится устройство в дошкольные и школьные учреждения. Организуются также выезды в учреждения дополнительного образования. Спасибо. Ага. Ирина Александровна, большое спасибо. Я знаю, что отделом проводится большая работа, да? Вы, пожалуйста, нам можете сказать проблемные точки и вот предложения конкретные для решения вот всех вопросов? Центр, да, на сегодняшний является как бы ключевым центром, пунктом, где действительно на практике оказывается помощь. И почему я начала именно с доклада, возможно, этих моментов, чтобы коллеги тоже понимали, насколько сегодня актуально вообще появление конкретно вот на республиканском уровне такого центра, который бы удовлетворял данный спрос. И на сегодняшний день хочется отметить, что вот, к сожалению, вот такого одного рецепта, да, для всех не существует. Вот надо работать с каждым случаем конкретно. И то количество сотрудников, которые на сегодня находятся, это один педагог, один психолог и один юрисконсульт, к сожалению, не могут дать именно тот функционал работы и дать, имеется в виду, то удовлетворение нашим нуждающимся семьям, детьми. Почему это ставится вопрос, вы это сами, наверное, уже понимаете. И мы должны понимать то, что вот эта вот поговорка «бьет, значит, любит», к сожалению, в менталитете наших граждан, наших женщин, которая заложилась чуть ли не на гендерном уровне, мы должны уходить от этих вообще высказываний и должны понимать в обществе, что в какой момент именно личное перестает быть личным в случае реальной угрозы. В данном случае мы, как представители вообще власти, представители разных общественных организаций, ставить данную проблему выше всего. Спасибо. Потому что главное все-таки защитить жертву. Большое спасибо. И, допустим, с нашей стороны, Анжелика Егоровна, да, я попрошу, пожалуйста, меня не перебивать, так же, как и остальных докладчиков. У нас в сентябре планируется по плану съемки социального видеоролика как раз на эту тематику. И здесь мы тоже обратимся, наверное, за помощью по сюжету к нашим
ну, соответствующим вот ведомствам, да, которые непосредственно понимают тоже проблему этого вопроса очень серьезного. И предложение также, конечно же, увеличить количество специалистов, а именно вот психологов, педагогов и юристов. Также предлагаю включить вообще на размышление системную работу надомного патронажа, социальных работников переднего края, которые непосредственно работают, взаимодействуют с такими семьями. То есть, получается, семья вот попала, женщина с детьми, да, и после приюта она, допустим, направлена с помощью, опять-таки, центра или в район, или же в другое место жительства, а дальнейшего, допустим, сопровождения централизованного, такого нет, к сожалению. И мы дальше не знаем, не видим, что случилось с этой семьей, как они дальше там устроились в том или ином районе, особенно это касается северных районов. Поэтому здесь это на республиканском уровне должно быть комплексный мониторинг вообще тех семей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Спасибо большое. У нас просто ограниченное время, осталось 4 выступления. Ваши предложения очень важны и нужны. И большая просьба, вот эти предложения, то, что вы на республиканском уровне озвучили, пожалуйста, нам тоже в письменной форме направьте. Хорошо, Ирина Александровна? Ага, пожалуйста, есть вопросы к Ирине Александровне? Спасибо. Так, слово предоставляется Оксане Тагировне Михайловой, народному депутату, заместителю председателя комитета по делам семьи и детства Государственного собрания Ильтумен Республики Саха-Якутия. Подготовиться к Кривошапкиной Полине Николаевне. Дальше у нас остается Елена Карловна выступление и Ольга Ильинична. Уважаемые спикеры, я сразу после выступления прошу меня отпустить на следующую рабочую встречу. И буду очень кратко. Остановлю внимание буквально на нескольких предложениях. Прежде всего, хотела бы обратиться к представителям МВД, к силовым структурам. Очень важно реагировать буквально на все обращения, любого рода обращения касаемо домашнего насилия. Это очень важно. И сразу вспоминается очень плохой случай, когда студентка была убита молодым человеком, и в течение 3 часов соседи вызывали, тщетно вызывали, значит, звонили в полицию многократно. Бригада и диспетчер женщина отвечала на выезде все. То есть вот мне бы очень не хотелось, чтобы подобные случаи, не дай бог, были в нашей республике. Очень важно уже сейчас установку давать личному составу, и нам, общественности, тоже в этом направлении работать. Это первое. Второе, вот, Владимир Борисович, я еще найду время встретиться, наверное, подъедем мы с депутатами, с коллегами в Центр социально-психологической поддержки молодежи при Минмоле и переговорим. Очень интересно посмотреть, как организована служба доверия, потому что есть, конечно, у нас какие-то определенные такие стереотипы, неудобно обращаться, для этого существует анонимный телефонный канал, куда обращаются к специалистам, и специалисты дают уже консультацию, каким образом это, скажем так, не без лишней шумихи оградить семью, ну и обеспечить им безопасность, собственно говоря. Да. И очень важно, чтобы мы по результатам этого круглого стола, Анжелика Егоровна, может быть, общественная палата возьмет инициативу на себя, провести экспертизу, я предлагаю действующим нормативно-правовым актам. Это вот то, о чем говорила Ольга Ильинична, вот о чем вы говорите. Нам надо посмотреть на республиканском уровне, какие законы, какие регламенты, какие методические рекомендации необходимо все-таки адаптировать. Очень важно, чтобы смотрели не только юристы, но и практики. Вот у меня все, собственно. Можно я вот в дополнение Спасибо. скажу вот к словам, да, вот к вашим, что не только вот этот вот случай, а есть выпускники, которые детских домов, беременные или с детьми, которые не получили на данный момент жилья, им тоже некуда идти, да. И когда я вот звонила, ну, скажу по-старому, дом ребенка, да, вот Республиканский центр содействия семейному воспитанию, то по приказу в прошлом году помещались туда только несовершеннолетние мамы. Но хотелось бы, чтобы и совершеннолетние могли, ну, как бы найти какое-то время, пережить, ну, какой-то вот такой трудный момент. Это не на всю жизнь, конечно.
Вот это тоже бы как бы изменение. У нас многие любят говорить, что это не в полномочиях, в приказе, в уставе нет, там еще что-то такое. И получается, что у нас в приюте, ну я так вот говорю, конечно, это проект городской администрации, это субсидия города Якутска, и спасибо им, да, хотя жители-то поступают туда не городские, а со всей республики. В прошлом году у нас поступали и несовершеннолетние без сопровождения, без всяких справок ковид, потому что женщина, когда сбегает из дома, у нее не то что справки вот этой на ПЦР нет, у нее нет документов даже, ни вещей, ничего. А все у нас сидели в изоляции, у всех там регламент, Роспотребнадзор там. И, конечно, вот хорошо, с одной стороны, что наша деятельность, вот, ну, приютов, я говорю, что по всей России эти приюты существуют в различных формах, да, и деятельность их не регламентирована разными нормами Санпина и прочих, да, которые бы пришли и бы проверяли, швабра у вас подписана, не подписана, там, вилки, ложки, как они установлены. С одной стороны, это и минусы, потому что мы вне правового какого-то поля, да, впихнуть, как вот привыжившееся название там ТРЧ, оно сейчас уже, конечно, не ТРЧ, да, легко там все КДН рассматривали сложную ситуацию, все, отправляем туда, в приют, там, туда-сюда. А как они там находятся? Есть ли у них там как бы вот эти обеззараживатели, там еще что-то такое в прошлом году? Хорошо, нам предприниматели в прошлом году сильно помогли, да? Мы просили, они дали нам и средства индивидуальной защиты, и вот эти рециркуляторы, есть такие предприниматели очень хорошие местные, продуктами питания помогали. Все это не предусмотрено ни субсидией, ничем. И поэтому вот такие вот моменты, вот, которые сказала Ольга Ильинична, вот я говорю про эти молодых родителей, мам этих сирот, бывших с учреждений, все-таки как-то предусмотреть и включать их, дополнять. Да. Это не такие большие деньги, это все-таки профилактика социального сиротства. Да, правильно сказали, это будет и экспертиза нормативно-правовых актов, это не только законодательство, но и постановление правительства, что мы можем... Все регламенты, методические рекомендации, да. Если мы сделаем эту экспертизу, и вы нам поможете, ну, профессионалы и общественники, то как раз о том, что вы говорите, можно будет, например, там, внести коррективы. Потому что всегда у правил бывает исключение. Мы живем как бы в правовом государстве, но всегда у правил бывает исключение, когда это касается жизни и здоровья наших граждан. Спасибо. Слово предоставляется Полине Николаевне Кривошапкиной, педагог-психолог отдела психологического социально-педагогического сопровождения Республиканского центра психолога, медика, социального сопровождения при Министерстве образования и науки Республики Саха-Якутия. Подголовице Елене Карловне. Здравствуйте. Тема, конечно, очень актуальная. Министерством образования и науки Республики Саха-Якутия ведется систематическая работа в течение учебного года, да, с детьми в образовательных организациях, начиная с дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных организаций, но и в профессиональных образовательных организациях. В течение профилактической работы у нас в течение года вот, да, ведется работа с участием всех участников всех образовательных отношений, ну, то есть дети, обучающиеся, родители и педагоги. И в 2012 году у нас Министерством образования был утвержден приказ по работе с детьми, оказавшимися пострадавших от жестокого обращения, в котором в положении указаны алгоритмы работы педагогов по выявлению, по каким признакам можно выявлять, да, куда обращаться, как работать и так далее. Помимо этого, значит, у нас 2 раза в год ежегодно, осенью и весной проводится месячник психологического здоровья обучающихся. Он проводится с 2008 года, и надо сказать, что этот проект достаточно хорошо, эффективно работает. И в рамках этого месячника у нас проводится работа не только с детьми, которые вот есть, да, но и с детьми, которые пострадали
при различных ситуациях жестокого обращения, которые находятся на внутришкольном учете, в группе риска и так далее. Вот, например, дети, которые находятся в социально опасном положении, в этом 2021 году, весной в рамках месячника, выявилось, что их количество уменьшилось на 28,24%. Но детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, наоборот, увеличилось. И увеличилось на 30,81%. То есть, скорее всего, это означает, что семьи, находящиеся в социально опасном положении, перешли в категорию нуждающихся семей в сфере социального существования, по безработице, по малообеспеченности семьи и так далее, по другим причинам. И здесь, наверное, еще повлиял также и такой вот, скажем так, такой объективная, наверное, причина, как распространение коронавирусной ситуации, когда вот многие семьи оказались без работы. Да? И это, конечно же, тоже сказывается на детях. Со всеми этими детьми проводится психолого-педагогическая работа, со всеми этими категориями. И, ну, и конечно же, отмечается положительная вопрос, да? динамика. Да, вы тоже очень работаете хорошо, у вас есть статистика со всеми школами, со всей республики, да, как я поняла. У меня такой вопрос. В городе Якутске, вот у нас есть школы же, где вот по 1000 учащихся, по 1500, а то и более, да? По этому нормативке там сколько? Должен быть один психолог, один социальный педагог, или все-таки есть там штатные единицы, и они не заполнены? Такой у меня вопрос. В 2018 году от Российской Федерации, от Министерства просвещения Российской Федерации пришло рекомендательное письмо о том, чтобы увеличить количество педагогов-психологов в детских садах на 200 детей один педагог-психолог, в общеобразовательных организациях на 300 детей один психолог и в средних образовательных организациях на 500 детей один педагог-психолог. То есть, если, например, сейчас у нас увеличивается количество штатных единиц, но в ВУЗах, конечно же, с этим вопросом бывает туговато. Дело в том, что не все выпускники учреждений, получивших профессию педагога, психолога, могут уехать в район работать. И количество детей, конечно же, у них намного меньше, чем в городе Якутске. Так, пожалуйста, еще есть, да, вопросы Министерства образования? Пожалуйста. У меня такой вопрос. По направлению именно обучения вот социальных работников, психологов, как я уже выше говорила, специалистов переднего края, которые взаимодействуют с такими семьями для того, чтобы они распознавали вот насилие над детьми уже на начальном этапе и реагировали вовремя и, соответственно, передавали это в соответствующие службы. Потому что ни для кого не секрет, социальные работники, психологи получают первоначальную информацию от кого? От классного руководителя. Или когда уже конкретно что-то случилось от правоохранительных органов, уже постфактум. А классные руководители бедные тоже, да, по мере необходимости посещают там, на интуитивной волне или же по плану могут посетить на дому своих учеников, но при этом мы с вами тоже очень хорошо знаем, как такие именно родители, в кавычках, умеют очень хорошо маскироваться, когда приходят к ним с проверкой. Вот какая работа ведется по обучению вот, специалистов? Спасибо. Министерством образования Республики Саха-Якутия, в данном случае вот нашим учреждением, государственным бюджетным учреждением дополнительного образования Республики Саха-Якутия, Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения, ведется двухуровневая система работы по повышению квалификации педагогов-психологов образовательных организаций. Это первая ступень, летняя школа
летняя школа психологов, которая называется ТАБУЛ, она направлена на повышение именно профессиональных компетенций через самоактуализацию личности. И вторая ступень – это ежегодная психологическая мастерская «Инсайт», направленная на освоение психологами уже новейших методов, приемов, техник, которые проводятся в практикоориентированные семинары и курсы. Помимо этого у нас ведется еще и школа Сайды, это тоже ежегодная работа, в рамках которого у нас ведется обучение не только педагогов, психологов, но и педагогов образовательных организаций, начиная с дошкольных образовательных учреждений и заканчивая профессиональными образовательными организациями. Как я уже говорила, у нас есть выпущена методическая рекомендация, еще в 2012 году, по которой у нас педагоги работают по выявлению детей с жестоким обращением. Это различные алгоритмы работы, не только выявления, но и дальнейшей работы с детьми. Все эти курсы у нас проводятся бесплатно. Хорошо. Спасибо. Действительно, это все начинается со школы, и мы прекрасно видим наших детей. Можно даже классному руководителю сразу определить, да, какой ребенок, как себя психологически, да, что-то в его поведении изменилось. И очень большая надежда на психологов, педагогов, которые вовремя реагируют совместно со всеми органами профилактики именно несовершеннолетних и семей. Так. Слово предоставляется Елене Карловне, подготовится Ольге Ильиничне. Елена Карловна – это председатель Якутского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Поддержка президентских инициатив в области здоровья и сбережения нации. Общее дело». Добрый день, дорогие друзья. Я благодарю вас за приглашение на такой действительно актуальный круглый стол. И на самом деле мне это тоже тема очень интересна. Я постоянно смотрю интервью девушек, которые попали в такую серьезную ситуацию. И мы в свое время активно работали с детьми в детских домах. На самом деле это очень страшная ситуация, когда ты понимаешь, что перед тобой бегает счастливая маленькая девочка, а у нее еще есть братья и сестры, и оказывается, ее история такова, что ее их отец убил мать на глазах своих малолетних детей. И, конечно, правильно отмечают здесь специалисты, что насилие, оно потом во взрослом возрасте порождает такое же насилие по отношению к другим людям. Мы здесь, конечно, очень много говорим о универсальных вещах. Конечно, универсальных вещей нет, здесь нужен индивидуальный подход, но хочу заметить и коллег, и тех, кто слушает по онлайн, что здесь очень много мы говорили о том, что все эти семьи, в большинстве своем, 80%, как сказали представители МВД, их объединяет проблемы с алкоголем. И так как наша организация очень активно этим занимается, я тоже подняла исследования в этом направлении, именно как бытовое насилие взаимодействует именно с проблемами алкоголя тех людей, которые это бытовое насилие реализуют. К сожалению, наших российских исследований не нашла, но обратила внимание, что такое очень мощное, действительно серьезное исследование проводились в Англии. И на протяжении многих лет выборка достаточно серьезная. И в результате 4 независимых друг от друга исследований, проводимых в Англии, они исследовались различные возрастные группы от 18 до 69 лет. Абсолютно у всех, именно правонарушителей, была выявлена проблема с употреблением алкоголя у тех, кто совершал насилие. То есть мы можем некий такой вычленить какой-то определенный универсальный показатель. Кроме этого, представители, которые занимались проведением этих исследований, утверждают, например, Сиена Файзель, профессор факультета психологии Оксфордского университета, говорит, что программы реабилитации этих людей, которые такое насилие, преступников до сих пор не были достаточно эффективными, что, возможно, отражает недостаток надежных доказательств существования факторов риска, на которые стоит обращать внимание.
и программы профилактики вмешательств должны делать акцент на вопросах злоупотребления веществами, чтобы предотвращать рецидив. На сегодняшний день у нас является такой, уже тоже представители МВД говорили об этом, у нас серьезная проблема с алкоголизацией, и у нас один из немногих регионов, мы постоянно входим в десятку регионов по доле преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году, если я не ошибаюсь, у нас было 48%. 48% всех преступлений у нас совершается в республике в состоянии алкогольного опьянения. До этого этот процент был больше. Каждый год у нас процент, мы постепенно снижаемся, но это все равно очень значительная доля. При этом нужно понимать, что есть преступления, которые вообще невозможно, да, там банковское мошенничество, которое невозможно совершить в состоянии алкогольного опьянения. Больше 80% у нас убийств совершается в состоянии алкогольного опьянения. Причинение тяжкого вреда здоровью, который часто за собой провоцирует инвалидность потерпевшей или потерпевшего, это состояние алкогольного опьянения. Почти 80% детей у нас в детских домах именно в Якутии, там тоже немножко процент меняется, порядка 77 до 80%, это дети социальные сироты. Вы представляете, это дети при живых родителях. И основная причина – это все-таки алкоголь. Конечно, еще раз говорю, нужно подходить комплексно, как уже говорили до этого коллеги, но у нас есть действительно за что зацепиться, на что можно делать какой-то определенный акцент. На сегодняшний день у нас в республике нету ни программы по профилактике алкоголизации, у нас нету программы по снижению уровня алкоголизации населения. Но я еще раз хочу сказать, у нас вообще дальневосточный регион – это проблематичный в этом плане региона, и нам нужно сделать на это некий упор. У нас ничего нет, у нас только вот в рамках внутриведомственной, мы знаем, мы работаем с РЦПМСС, мы работаем с Министерством образования, начали сейчас активно взаимодействовать с Министерством здравоохранения, но глобальное, все там республиканское, межведомственное взаимодействие, к сожалению, в этом плане не настроено. Я считаю, что это очень важный вопрос, который нам нужно сделать. Кроме этого, я еще хочу сказать, это не только наш регион этим проблемой, а когда такие программы принимаются, все профилактические мероприятия зачастую сводятся, я просто одного из регионов, не буду говорить, какой регион, мне недавно высылали эти задания, антинаркотическая профилактика, это фестиваль, где выступают танцевальные ансамбли и группы, рэперы там, и так далее, такие очень известные. Но, к сожалению, эта проблема не решается. Это совершенно из другой. Если мы поплясали и попели, мы эту проблему не решим. На сегодняшний день нет у нас тоже проблемы всероссийского стандарта профилактики. Но есть у нас, например, тот же самый Московский научно-практический центр наркологии, который разработал руководство по профилактике, на основе которой и с привлечением федеральных экспертов, потому что я знаю, что Илтумен, они дали задание министерству на сегодняшний день, чтобы они свои предложения в эту программу. Но понятно, что если люди не понимают, как проводить эту профилактику на профессиональном уровне, они предлагают просто в таком кулуарном беседе с одним из министерств, что мы там можем, мы там какие-то там туры, какие-то тоже такие пляски и танцы предлагаем. Поэтому я считаю, что у нас такая программа должна быть эффективной. Там тратятся на нее огромные деньги, но она должна иметь эффект, и она не всегда, профилактические программы, они должны быть затратными. Поэтому я предлагаю, мое предложение, наша общественность, это создание подготовка такой программы, но обязательно с привлечением специалистов, которые понимают в этом толк, ученых, такого серьезного всероссийского уровня. Спасибо. Большое спасибо, Елена Карловна. Мы недавно на круглом столе тоже в Общественной палате как раз обсуждали антиалкогольную политику, пропаганду здорового образа жизни. И у нас сегодня нет в бюджете реальных средств на пропаганду конкретно здорового образа жизни. Они сокращались из-за пандемии, может, из-за других мероприятий, которые не менее важны. А я считаю, что это одно из таких серьезных направлений. И вы правильно сказали, что 80% убийств в состоянии алкогольного опьянения. Это же обо всем говорит. Хорошо? Так, слово предоставляется Ольге Ильиничне Тимофеевой, главный специалист отдела по социальной поддержке семей с детьми Управления социальной защиты города Якутска. Потом начнем подводить итоги. Еще раз, уважаемые коллеги,
Так, ну, я буду говорить очень кратко по конкретным 2-3 точкам. 3. Значит, первое, я сегодня очень серьезно с коллегами, надеюсь, дала слово «стационарное». Все, наверное, вы согласны с тем, что назрел вопрос необходимости стационарного приюта не только в городе Якутске, но и в улусах, куда бы пришли жертвы или женщины, которые попали в трудную жизненную ситуацию или в социально опасное положение. Нужны туда специалисты уже со штатами, а не только на эти грантовые деньги. Потому что этот вопрос назрел. Да, грант хорошо, но видите, на Новый год нам девать некуда наших женщин. Бывали случаи, что мы и сами принимали в свои семьи. Было такое? Сколько мы тут бились, куда бы деть ребенка и маму куда бы спрятать, да? Ага. Или же этот вопрос так надо поставить, чтобы он работал круглогодично. Вот так. И, конечно, НКО, они тоже должны, вот создавались когда-то такие программы, как квартиры, где сироты должны были проходить практику самостоятельной жизни. Может быть, эту тему тоже повернуть и тоже создать такие при наших центрах. Я вот как специалист работаю на основании соглашения Фонда «Дети Саха-Азии», Управления соцзащиты уже полных 3 года, конкретно с семьями, которые находятся в приютах и попадают в приют, да. И в защиту населения города Якутска я скажу, что не только наши вот городские жители, 11 или 17 семей туда попадают, это большая половина из тех, которые приехали, наши местные жители с разных улусов, где-то временно прописались, у кого-то или как-то, да. Поэтому это очень серьезный вопрос. Вопрос такой, который требует стационарного. Я, конечно, не против того, чтобы создавались и работали детские центры реабилитации. Конечно, детей надо защищать, но тем не менее, если мы детей отделяем от родных, пусть даже нехороших родителей, а какой смысл? Они получили у нарколога 1 укол и вернули детей обратно в семью в ту же. Какой смысл? Поэтому наши детки попадают, я не вру, попадают, согласитесь все мои коллеги, что они попадают в год по 2, 3, 4 раза обратно в эти центры. Поэтому надо работать с семьями и помещать в эти центры семейные с детьми этих мамочек, которые пьют. А почему? Потому что я не голословна, я приемная мама на сегодня 7 детей. Первая моя семья уже прошла частичную реабилитацию. И тут у нас, это уже мой второй вопрос, тут у нас уже возникает вопрос того, что мы упускаем один серьезный момент. Оказывается, мы должны проводить вначале реанимацию этих родителей, реанимацию медицинскую. Я свою семью лечила в течение 11 месяцев. У нас в Нюрбинском улусе есть очень хороший центр, где они лечились 6 месяцев. И то мамочка наша была сырая. Потом мы благодаря этому центру в Кангаласах прошли 4 месяца. И на 5-м месяце выпустились уже готовыми. Они восстановились в работе. Они восстановили свой дом, который был чуть ли не... Ну, там печка натурально лежала вся разваленная. На сегодня, вот 28 июня, наша мама получила 2-е образование в течение 3 лет. Она уже сегодня младший медицинский персонал. Поэтому в селах администрация, социальные работники, работодатели, они готовы работать с этими семьями. Это их люди, это их родственники. Они тоже заинтересованы. И если кто-то начнет их подталкивать, это ваши люди. Я очень благодарна своим родителям, которые слышат меня на сегодня тоже. Надо работать, общественность надо привлекать. Таких родителей надо восстанавливать. Все-таки это гендерная политика, нас мало, в селах тоже нас мало. Поэтому я прошу общественность обратить внимание. И 3-й вопрос, наверное,
Сегодня я буду немножко некорректна, но я скажу. Дневной стационар в городе Якутске, который должен сопровождать и частично на сегодня сопровождает наши семьи, он не может охватить все население города Якутска. И надо не для детей эти дневные стационары создавать. У нас есть образовательные учреждения, у нас есть много центров дополнительного образования. Пусть они занимаются, не надо их повторять. Надо в этих помещениях, в этих зданиях с этими специалистами работать с семьями, с родителями. Вот тогда у нас будет успех. Вот тогда мы хоть немножко скажем себе, что мы являлись в свое время субъектами профилактики. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Ольга Ильинична, за очень эмоциональное и, я думаю, что важное выступление. И сразу хочу сказать, вы правильно сказали, сегодня наше министерство, мы видим, да, ведомство, очень хорошо работают по несовершеннолетним, то есть четкий алгоритм. И действительно тот вопрос, который и вы задели, и предыдущие выступающие, сегодня касается комплексной поддержки. Вот я тоже согласна. В свое время у нас в 90-е годы при Комитете по делам семьи и детства был созданы центры помощи семье и детям. Потом эти полномочия передали федералам, и, видимо, от федералов пришло постановление, что центры будут только не для совершеннолетних. Я очень хорошо этот момент помню, да? В этой теме уже более 20 лет. И они сработали. Сегодня центры, социально-реабилитационные центры по несовершеннолетним есть, хорошо работают. Но действительно назрел вопрос расширения этих центров, да, вот по полномочиям, или все-таки создание отдельного стационарного, как правильно сказать, приюта или стационарного кризисного центра именно помощи жертв насилия, или это будет кризисный центр, как будет правильно называться, он сегодня назревает. И мы, как Общественная палата, совместно со всеми министерствами и ведомствами будем этот вопрос ставить. Это чисто мое резюмирование. А сейчас хочу предоставить слово Ольге Михайловне Андросовой по рекомендациям. Коллеги, можно слово? Прошу слова. Анжелика Егоровна, можно слово? Вот, пожалуйста. Буквально 3 минуты, уважаемая Антонина Петровна. Я как раз хотела по городу Якутску, вот перед нами Саргалана Петровна Халымарова. Сегодня это служба сопровождения семей, находящихся в социально опасном положении. Поэтому я прошу ей слово предоставить, буквально немножко, что делается на сегодняшний день. И отвечая на вопрос Ольги Ильиничны, она, видимо, вспомнила наш Нюрбинский мар, когда мы создавали по программе. По программе «Семья для ребенка» у нас была программа, работала как раз социальная гостиная на 10 мест. Но на сегодняшний день то, что вот она упомянула полустационарное отделение, у нас это отделение было на 202 микрорайоне. Сегодня мы его превращаем, вот как раз Саргалана Петровна тоже скажет, именно центр семьи для как раз по работе вот такой семьей. И там медиация, и, собственно, сейчас полустационара в связи с пандемией нет, конечно, для несовершеннолетних детей, поэтому прошу слово Саргалане Петровне предоставить. Саргалана Петровна, пожалуйста, 3 минуты. Хорошо, спасибо. Звук. У вас микрофон отключен. Пожалуйста, включите микрофон. Да, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые участники круглого стола. У нас в службе профилактики и социального сопровождения семей с детьми на настоящий момент находится 436 семей, состоящих на учете. Из них, находящиеся в социально опасном положении, 436. Так, 436 – это общее количество семей, а в социально опасном положении 250 семей. В трудной жизненной ситуации 186. В этих семьях воспитывается 1020 несовершеннолетних. Из них в семьях, находящихся в социально опасном положении, 585. В трудной жизненной ситуации 435.
Специалисты службы систематически организуют патронажи по месту проживания сопровождаемых семей. За первое полугодие в общей сложности было проведено 1132 социальных патронажа с охватом 436 семей. Из всех семей, находящихся на социальном сопровождении, на конец первого полугодия социальным патронажем охвачено 100%. По сравнению с показателями прошлого года, количество сопровождаемых семей уменьшилось на 4,6%. Увеличение количества сопровождаемых семей наблюдается ежегодно с 2016 года. В среднем за год оно увеличивается на 29%. Вот постановлением Республиканской межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних от 16 июня 2021 года был утвержден порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. На основании данного порядка определены основания признания семей в социально опасном положении. Все семьи, которые признаны в социально опасном положении, состоят на социальном сопровождении центра. Так, семьи, Большое находящиеся... спасибо. У нас это очень хорошо, что вы работаете. Какие у вас существуют трудности и конкретные предложения вот в решении той темы, о которой мы сегодня говорим? Ну вот с каждым годом все актуальнее становится вопрос организации эффективного межведомственного взаимодействия между органами и учреждениями системы профилактики. Вот в этом году значительно выросла потребность населения в предоставлении социально-психологических услуг. Преимущественно нуждаемость в предоставлении психологической помощи связана с проблемами в детско-родительских отношениях и конфликтами в семье. Спасибо. Как раз сегодня выступающие в Центре социально-психологической поддержки, они говорили о том, что приводили пример Татарстана, что создан вот единый у них какой-то орган, да, который координирует всех психологов по всей республике. И я думаю, этот вопрос как раз касается межведомственного взаимодействия. Пожалуйста, Ольга Михайловна, вам слово по рекомендациям нашего круглого стола. Я думаю, что рекомендации будут еще собираться, резолюции мы попросим в письменном виде отправить, по анкете можно будет. Но итоговое, вот как бы много прозвучало, что все-таки в каждом районе республики требуется какой-то вот кризисная квартира, центр, да, это небольшие затраты, не нужно штат там держать, пусть будет какая-то квартира, жилье какое-то, куда бы можно было бы деться в случае какой-то такой чрезвычайной ситуации. Это можно какие-то разные женские даже движения, какие-то некоммерческие организации, есть волонтеры. Просто надо поднимать эту тему. То, что я говорила, в рамках реструктуризации и реформирования учреждений для детей-сирот, оставшихся без попечения, предусмотреть все-таки вынужденное проживание в них выпускников до 23 лет с несовершеннолетними детьми, независимо от учреждений выпуска. То есть тот обратившийся к нам замдиректора Тайбахойского детского дома, да, я буду детский дом называть, мог поместить как бы вот эту свою выпускницу, чтобы она поселилась в городе Якутске, раз она в данный момент здесь находится. Также нужно, вот тоже говорили, что нужно, Оксана Тагировна говорила, информировать, вот надо формы привлечения внимания, чтобы люди знали и была такая нетерпимость к домашнему насилию, чтобы люди знали, куда обратиться, куда информировать. Да? Нужно не тратить деньги на разные конкурсы, там какие-то разовые мероприятия, концерты, там всякие такие вот мероприятия, а вот на это тратить, на информированность населения. Мы не все вот сидящие тут знали вот этот телефон 123, там еще какой-то там 400 сколько-то, вот хотя мы этой темой занимаемся. И когда это будет все-таки доступно во всех, там, в поликлиниках, в школах, там, в округах где-то, вот во всех вот местах будет, куда можно обратиться, куда позвонить, вот это вот не так дорого, мне кажется, стоит этих денег. Так, потом, значит, нужно ориентировать органы госвласти, местного самоуправления
на оказание все-таки помощи, то есть на сохранение кровной семьи для ребенка и на профилактику социального сиротства, а не то, что вот поставили в известность там КДН, забрали ребенка в реабилитационный центр. Все-таки как-то надо перестроить свою работу, чтобы всячески помочь маме, любой маме, даже болеющей алкоголизмом, заниматься своими детьми. Это все-таки будет дешевле, чем потом мы будем содержать, как бы, государство, их в детских учреждениях, предоставлять им потом жилье, бесплатно обучать, кормить, одевать. Там вообще такие миллионы будут, просто даже несравнимо. И так, там я то, что про межвет, там все мы напишем, откажем. И вот Елена Карловна очень хорошо сказала, да, на то, что ссылалась на международные исследования. У нас ведь тоже есть различные институты, наш университет. Почему не проводится, мы не знаем, по крайней мере, про наш портрет, какая вот демографическая семья, какая ситуация у нас. Мы ее видим по портрету женщин, которые обращаются к нам в наш временный приют. Не очень хорошая картина, конечно, да, вот этих вот многодетных, да. Каков портрет в республике вот нашей семьи? Каков он срез? Многодетность, она хоть и поощряется, всячески приветствуется, но мы видим, что очень много незарегистрированных браков с гражданами зарубежья, ближнего нашего, да, дети с синдромом алкоголизма, это видно на лицах их, много таких детей, и будущее какое-то, оно не очень красивое выходит, видим мы его. Поэтому мы ждем рекомендации, вот основные какие-то вот моменты. Я, в принципе, сказала, какая проблема. Большое спасибо. Нет, у нас такое исследование проводилось. Я помню, что последний доклад о положении семей и детей в Республике Саха-Якутия Министерство труда делало в 2017 году. На дворе уже 2021 год. Я думаю, по итогам 3 лет такой доклад будет, очень надеюсь, да, с Министерства о положении детей и семей. Нет, это другое. Да, это немножко другое. Это другое. Но я знаю, что на уровне Российской Федерации есть целая стратегия в интересах женщин. Она есть, а реально, чтобы там было финансирование, каких-то программ, исследований, этого на сегодняшний день нет. Пункта нет ни в стратегии интересов детей, ни в стратегии по женщинам. Да. Нет вот этих кризисных центров. И они существуют по всей России. Я вот была в мае на 6-й уже Всероссийской научно-практической конференции «Сохраним семью для ребенка». Это приюты для матерей с детьми, новый этап профилактики социального сиротства. Присутствовало 177 специалистов из 49 регионов. И тоже все говорили, что мы живем в неправовом в этом отношении поле, нет нормативных документов, ни в один какой-то стратегический документ эта тема не вошла. Очень хорошее предложение как раз для федеральной нашей общественной палаты Российской Федерации, чтобы внести изменения в законодательство Российской Федерации. Вы тогда нам тоже предложение дайте, почему вне мы закона будем, создавать эти центры. Это значит полномочия региональные. Это все дали в регионы. И вот, в принципе, мы могли бы в республике включить вот эти вот маленькие пункты, где там за бортом кто-то где-то оказывается. Вот выпускники до 23 лет, там какие-то только несовершеннолетние могут проживать, еще какие-то вот моменты, да. И все это, все же отдается в регионы. Понятно. Слово Николаю Дмитриевичу, пожалуйста. Спасибо. Спасибо, коллеги. Мы сегодня очень плотно поработали, и действительно вот эта проблема очень острая стоит. Увидели, что у нас министерство и ведомство работает по этому направлению, но есть куда стремиться и есть куда развиваться. По итогам круглого стола мы сделаем резолюцию, ожидаем от вас предложений. И вот эти вопросы мы тоже будем, не один раз мы сегодня собрались, будем впредь собираться и уже смотреть, что было сделано, потому что эти вопросы, это не только вопросы Министерства внутренних дел или Министерства труда, здесь должно, конечно, общество
само тоже поставить вопросы и свой вклад сделать в этом направлении. Поэтому мы будем и дальше над этим вопросом мониторить и будем участвовать, делать такие круглые столы и совместные совещания. Вот. Всем большое спасибо за участие. Вот. И хотелось пожелать всем всего самого хорошего. До свидания.